Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, какую силу вы проявляете, а какое изобилие вас ожидает. У нас с вами будет 3 позиции, расклад довольно объемный. И гадать я буду на замечательной вот такой вот колоде Светлого Духа. По-моему, так называется. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, у нас перед вами 3 карты. Это аркан, в котором вы сейчас находитесь в жизни. Первая позиция – наш замечательный лабрадорит. Вторая позиция – наш замечательный дымчатый кварц. И третья позиция – черный турмалин, камень колдуна. Первая, вторая, третья. Вот такие у нас 3 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. И мы начинаем сейчас с самой первой позиции. Тема нашего гадания, я вам напоминаю ее снова. Какую силу вы проявляете и какое изобилие вас ожидает. Это психологический аналитический расклад на канале Life. Гадание онлайн на Таро. Итак, первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Королева мечей. Ну, прекрасный аркан, показывающий чаще всего женщин, но строгих женщин, да. Если вы мужчина, может быть, вы охвачены любовью к строгой женщине, которая не совсем вам отвечает взаимностью, или просто она имеет завышенные лидерские качества характера. Ну, а если вы женщина, то вами сейчас владеет стихия воздуха, несмотря на то, какого вы знака зодиака, да. У вас есть характер, у вас есть завышенные лидерские качества характера, есть даже программы одиночества, если вы, несмотря на то, в паре, вы не в паре. И деловая хватка, конечно же. Вы умеете самодисциплинироваться, знаете, чего вы в жизни хотите, вы уверены в себе. И, естественно, требуете как от себя, так и от других людей. По всей строгости, да, по всей строгости закона, может быть так. У вас сильный характер, сильный дух, естественно, вы яркий человек. Вы ценитель прекрасного, может быть, у вас хороший вкус, скорее всего. Вы знаете какие-нибудь, там, не знаю, подходы дизайнерские. Ну, естественно, вы, возможно, перфекционистка или перфекционист, даже если мужчина. И, соответственно, ну, вам интересно искусство, культура общения, этика, гардероб, может быть, подбираете очень тщательно или любите деловой стиль, или классику. Вот. Ну, в любом случае, к вам можно как эксперту уже подходить по любому вопросу, связанному с вашей именно профессиональной деятельностью. Я это вижу именно так. Королева мечей неплохая карта, честно. Если вы в этом аркане живете, вы многое можете. Преуспеть в жизни вы можете, добиться чего угодно тоже можете. Сила, внутренняя сила у вас есть. И мы здесь видим крылья, а это значит, ну, лебедь, да, с крыльями. А это значит, что вы можете летать, вы можете оседлать птицу и полететь ввысь. То есть вы умеете фантазировать, мечтать, придумывать истории, может быть, или даже написать книгу. У вас есть какой-то дар. Ну и дар логики, конечно, ума, очень сильный ум. Вы, безусловно, талантливый человек на сегодняшний день. Хорошо. Что вы любите? Давайте посмотрим. Что вы любите? Дьявол. Вы любите дьявола. Ну, каждый из нас иногда любит дьявола. Почему? Потому что мы то на темной, то на светлой стороне. Нам кажется иногда, что нам нужно кого-нибудь спасти, и вот мы уже сами на темной стороне. А вы любите человека, у которого проблемы? Скорее всего, так. Или, если что вы любите, то это какие-то вещи запрещенные, возможно. Кто что на самом деле. Это могут быть любые развлечения, связанные с дьяволом. Шальные деньги,
игры, ну, то есть запретная любовь, какие-то интересные вещи, которые, ну, во всем мире, может быть, не признаны или ими нельзя пользоваться открыто, да. То есть что-то запрещенное вы любите, или кого-то, у кого есть пороки и зависимости, или, ну, такого плохиша, или плохишку, да. Дьявол, он и есть дьявол, конечно. Что вы любите, это быть на темной стороне. Карта может показывать, что вы любите темную магию, все связано с черным цветом, готическое. Может быть, вы просто любите готический стиль, черный цвет и все такое, ну, темно-яркое, да, вампирское, может быть, или какие-то, знаете, там фильмы интересные, вот такие вот там про потусторонних существ, про колдовство. Может быть, вы этим увлекаетесь или что-то такое, ну, темное искусство любое. Ну, может быть, вас просто это привлекает, может, вы там, не знаю, ну, любите вот там все про магию, да. Я вот «Ведьмак» сериал люблю, ну что теперь делать? И там, не знаю, невероятные, как не невероятные, а леденящие душу «Приключения Сабрины». Это один из моих самых любимых сериалов. Вот, поэтому, может быть, вы любите просто что-то такое, и поэтому выпал дьявол, да? Может, у вас есть зависимости, тоже вариант. Ну, тогда вам нужно справляться со своими пороками. В общем, дьявол может быть тут в любой степени. И если он в большой степени, в превалирующей, вам нужно, конечно, с этим работать. Как вы воспитываете других? А вы у нас любите воспитывать, вы королева мечей. Вы в любом случае любите кому-нибудь рассказать, что как надо, да, как надо. Карта мага выпала. Ну, действительно, как вы воспитываете других по всей строгости. Требуете с них как настоящий учитель, духовный учитель, гуру, маг. Человек, который соображает, чему он учит, и, соответственно, и спрашивает потом, да, может, вы вообще преподаватель или человек, который ведет курсы. Ну, маг, он и есть маг. Как вы воспитываете других? Вот вы требуете с них на 100%, потому что знаете их способности. Ровно по способностям, прямо пропорционально и требуете, да. Вы знаете, как воспитывать. Вот так, наверное, могу сказать по королеве мечей, дьяволу и магу. И, соответственно, вы можете даже перегибать палку в воспитании. Вы влияете на других людей, конечно, вы влияете. Вы способны вырастить талантов, и вы способны вырастить достойных учеников своих, то есть посвятить человека в ту профессию или деятельность, или вообще просто рассказать, что вы знаете, и этот человек станет тоже профессионалом в этом деле. У вас есть невероятные способности к преподаванию и внушению. То есть вы можете даже обладать, ну, там, не знаю, даром программирования, НЛП или там, может быть, ну, не знаю, гипноз, внушение гипнозом. Может быть, даже, как, не знаю, как такая мистика, да, идет в этих картах. Потому что королева мечей, дьявол и маг — это мистические карты в сочетании своем. Вы несете в этот мир какую-то темную мистику вот эту. И люди завороженно смотрят вам в глаза, читают там то, что вы говорите, у вас там в глазах, там на губах, на лице, да. И это никогда им не забудется, это навсегда прописано в их мозгах, в голове, потому что они впечатлились вами как человеком, как личностью, может быть, как харизматичной личностью. Это интересно. Ну, следующий вопрос. Какие у вас текут эмоции сейчас внутри? Какие у вас эмоции текут внутри? Девятка пентаклей. Ну, неплохие. Радостные, наверное, радостные эмоции внутри у вас. И спокойные. Карта хорошая, изобильная. Она показывает, что человек уверен в себе. Это совершенно точно. И эмоции здесь, наверное, все-таки сами по себе суховатые. Радостные, но нет такой восторженности вот этой, знаете, глупой, нет. Кубков здесь нет, здесь пентакли. Это значит, что вы все-таки соображаете. Вот когда у вас есть эмоции, мозги включены все равно. И при этом, ну, вы можете чему-то радоваться, но сдержанно. Хотя радость у вас явно есть. Вы на потоке изобилия, вы уверены в себе, и этому просто рады. И просто знаете, что вы этого всего сами добились и сами сделали себя. Но у вас нет, конечно, вот этой глупости в голове. Нету.
ни в голове, ни в чувствах, ни в эмоциях. У вас спокойные, нормальные эмоции. Эмоциональный фон цельный, хороший. И я бы сказала, что вы можете даже делиться позитивной энергией, вот если бы хотели. Но вряд ли вы хотите сильно делиться, потому что вы такой человек, как бы, ну, себе на уме. Я могу это так назвать, себе на уме. И если вы не хотите делиться, вас никто не заставит это делать. А если захотите, ну что ж, от души поделитесь, но с кем-то, наверное, одним, там, двумя максимум. Вы не станете делиться с массами. А если станете, то это ваш блогинг, наверное, будет, потому что лично, наверное, нет. Скорее вы будете, ну, найдете себе общение, просто общение какое-то, да. Вот. Но я вижу так, что вы человек все-таки довольно приятный, интересный. И я бы тоже с таким человеком стала в своей жизни общаться. Неординарный человек. Видно, что на сюсю вас не пробить. Но все-таки много чего можно подчеркнуть, да. Кто вы? Давайте посмотрим, кто вы. То есть в каком аркане вы живете, мы поняли. А кто вы? 4 жезлов. Ну, действительно, очень стабильный человек. Очень стабильный. Почему вы любите дьявола, да? Непонятно. Но вы стабильный человек, и в своих решениях вы тоже стабильные. Вы счастливый человек, удачливый, я бы так сказала. Очень такой позитивный, позитивно мыслящий внутри, хороший, добрый. И несмотря на вашу внешнюю строгость, вы можете добры быть к своей семье, например, к узкому кругу людей. К тем, кто на самом деле вам дорог, вы всегда будете добры. А вот кто вам чужой, то тот по барабану, конечно. Вы можете даже вот мимо пройти просто и все. Вот, ну, есть такой момент, что все, что в этом квадрате 4 жезлов находится, вот в 4 жезлах, да, в рамках этих 4 жезлов, все эти люди, ваш дом, ваша семья, там, ваше окружение, это все очень дорогие. Но все остальные, которые за рамками, это все чужие. А раз они чужие, то, значит, вы их не замечаете до тех пор, пока они не ворвутся в вашу жизнь. У вас есть строгое ограничение для этого. Вот такая вот ситуация. Ну, как человек, вы человек-праздник даже можете быть внутри своей семьи и делать людям большое добро, хорошие сюрпризы, да, всякие подарки, там, я не знаю, вложения в своих детей, например. Ну, вот если у вас там есть дети, допустим, или будут, вы обязательно позаботитесь об их существовании и сделаете там имущество, например. Вообще вы человек, который на волне богатства находится, и такой человек обязательно в жизни заработает, вот, и постарается сделать все для того, чтобы, ну, вот как-то там, например, чтобы семья не голодала, там, чтобы все были вокруг счастливы, и имущество, чтобы у всех было. И я также вижу, что если бы у вас там были бы ученики какие-то или приближенные друзья, то вы бы о них тоже позаботились. Вот. Ну, как бы очень хорошая карта. Характеризует вас только с позитивной стороны, на самом деле. Хорошо, следующий наш вопрос. Следующий вопрос. Какую силу вы проявляете? Какую силу вы проявляете? Паж кубков. Ну, паж кубков – это сила любви и сила заботы, можно так даже сказать, но также это сила коммуникации. То есть вы можете стать из королевы мечей, ну, вместо того, чтобы строгим человеком, любящим и наоборот, душевным, наивным и приятным. И это будет ваша самая серьезная сила, какая только есть на этом свете. То есть вся суть в том, чтобы, с одной стороны, быть дисциплинированным, строгим, ну, прирожденным ученым, там, да, или прирожденным алхимиком, а с другой стороны, когда ты находишься в обществе близких, твоя сила будет в нежности, любви, заботе, внимании и в том, чтобы, наоборот, проявить некую наивность и доверчивость.
И это, ну как, палка о двух концах это называется, да, когда человек может быть разным, может быть совсем разным, может быть, так скажем, многогранным, да. Ну, давайте посмотрим следующий вопрос. Какую стабильность вы поддерживаете? Какую стабильность вы в жизни поддерживаете? Король жезлов. Стабильность в лидерских качествах, естественно. И следующая стабильность, вы задаете свои правила. Это стабильно происходит в вашей жизни, это неизменно, что вы лидер, проявляете мужские качества характера, несмотря на то, даже если вдруг вы женщина, и то, что вы задаете правила, то, что вы распоряжаетесь, то, что вы предпринимаете. Может быть, вы прирожденный предприниматель, да, или просто человек, руководитель. Вы всеми руководите, можете любого человека организовать или группу людей. И в этом вы явно поддерживаете стабильность и также поддерживаете стабильность в дисциплине и строгости. Но все-таки есть это в вас. Вы справедливый человек, вы стараетесь поменьше врать в жизни, обманывать людей. Это хорошо, я считаю, очень хорошо. Что сейчас рождается в вашей жизни? Что рождается в вашей жизни? Двойка пентаклей. Ну, двойка пентаклей показывает, что в вашей жизни рождается, во-первых, нестабильность какая-то. Вот как раз вы человек довольно устойчивый, но сейчас вы подходите к моменту, когда нужно будет сделать какой-то выбор. Думаю, что выбор вы все равно сможете совершить нормально, без проблем, да, вы решительный человек. Но при этом у вас, знаете, как может быть в жизни, что рождается момент, когда вы будете делать несколько дел одновременно. То есть даже такое, вот по двойке пентаклей нужно все успеть. Нужно пошевелиться, нужно постоянно действовать. Да, это нестабильная ситуация. Да, нужно будет удерживать баланс в жизни. И, конечно, оформлять, может быть, какие-то документы и бумаги. Однако это все рождает перспективы, правильно? Что рождается? Нестабильность, действия и перспективы. То есть, возможно, вы будете вести параллельно два каких-то дела. Одно старое, другое новое. И вам придется сделать в итоге выбор, по какому пути вы пойдете, что больше приносит вам денег. То или другое. Или так и продолжать вести эти два дела одновременно. Но тогда вы рискуете потратить много энергии, или вам нужно будет привлекать побольше людей, то есть сотрудничать в паре. Двойка пентаклей часто это показывает, что раз нужно делать одновременно много дел, может быть, придется и кого-то подключать к этому. Не всегда человек хочет, допустим, брать и работать с кем-то, особенно вы, если вдруг приглашать кого-то со стороны. Но это может тогда быть не человек со стороны, да, а кто-то свой, тоже вариант. Подумайте над этим. Хорошо. Плоды, которые все это принесет, да? Ой, ну что? Плоды, которые все это принесет. Какая грамотная фраза. Какие плоды все это принесет? То есть какое изобилие вас ожидает? Ну, бывает, заговариваюсь к концу дня. Народ-то много. Мне же еще людей принимать все время приходится. Так, королева пентаклей. Плоды прекрасные, я могу так сказать, потому что тут идет изобилие действительно на всю катушку. Королева пентаклей — карта реально изобильная. Она показывает сильное прибавление в финансах, в деньгах. То есть, может быть, вы и были финансово там подкованы, состоятельны, и все было хорошо, но сейчас будет несколько раз лучше. Вы схватитесь за какой-то очередной интересный проект, возьмете новое направление, и это принесет вам большой успех. Карты это совершенно точно показали, и вы придете к богатству, изобилию, процветанию, радости и счастью, конечно. Ну, я считаю, что все супер по этому раскладу. Проявляйте как душевность и любовь в узком кругу, так и строгость, лидерские качества где-то, избавляйтесь от дьявола, да, и я думаю, что в жизни вы должны перейти к чему-то новому, и в итоге вас ждет большой финансовый успех и изобилие. Ну, естественно, хорошее семейное положение, прекрасный, может быть, брак, там, да, дети, семья, дом, это тоже все по королеве пентаклей есть. Но такая позиция номер 1. А мы перейдем дальше. Мы перейдем к позиции номер 2. Тема нашего расклада на сегодняшний день. Какую силу вы проявляете и какое изобилие вас ожидает, да?
наш дымчатый кварц. Итак, первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Вы живете в умеренности. Ну, умеренность неплохая карта, я вам так скажу. Человек-то вы спокойный, конечно. Есть другой вариант, что человек-то вы успокоившийся. Ну, после жизненных испытаний и невзгод. Умеренность — это выздоравливающий человек, исцеляющий свою душу человек, человек, который пытается прийти в полное равновесие, человек, смирившийся с жизненными испытаниями, трудностями, или человек, принявший свой опыт и духовно даже прозревший или прозревающий сейчас. Умеренность — карта кармическая, она говорит о том, что вы живете в таких энергиях, где вам постоянно приходится отрабатывать за прошлые жизни. Вы можете быть очень размеренным человеком, медлительным на сегодняшний день, но очень порядочным. То есть такой человек не будет там, не знаю, делать зло, убивать животных, даже мух не захочет убивать. Довольно добрый человек. И старающийся всех примирить, на все реагировать как-то так более лояльно. Тот, который не захочет обижать других людей, чувствует их боль, эмпатией страдать может, да. Ну, аккуратный человек, усидчивый человек, может делать много монотонной работы. Бывает даже очень сдержанный в выражении чувств или даже стеснительный такой человек. Умеренность, да? Умеренность, во всем умеренный, ясно же. Чувство меры, чувство такта, мало эмоций. Все это внутри может переживаться, но главное, чтобы не снаружи, да? Сегодня вы живете в очень положительных энергиях, и, возможно, ангел-хранитель живет прямо рядом с вами. Вы, скорее всего, верите в Бога, высшие силы, в светлые силы в этой жизни. И первая, ну, вернее, уже вторая карта расклада, что вы любите. Давайте посмотрим, что вы любите, ну, или кого, может быть, мало ли всяко бывает, да? Тройка мечей, что вы любите? Страдать. Ну, бывают, есть такие люди, которые любят пострадать. Но страдают они обычно внутри себя, это никому не показывают. И знают, что любое страдание приводит к тому, чтобы приобрести драгоценный опыт в жизни. Но это уже с опытом пришло, да. Тройка мечей, она показывает, вы можете как любить страдать, переваривать все это внутри себя, быть в сатурнианских энергиях, так и просто помогать людям, избавлять их от страданий, лечить их больные души, да. Потому что, ну, по умеренности вы можете быть настоящим целителем, доктором, там, и просто человеком, который как-то лечит словом, например. А тройка мечей, что вы любите? Ну вот лечить словом, да, то есть сделать раненую душу исцеленной душой, израненное тело сделать здоровым телом и так далее. То есть вот так вот может такое быть. Ну, тройка мечей, она такая карта, знаете, душевная. Она всегда говорит о том, что человек, ну, любит так, может быть, иногда всплакнуть, сентиментальным может оказаться. То есть поговорить о любви, с кем-то поплакать, кто-то ему поплачет. То есть это может быть такой человек. То есть умеющий именно вот душевные разговоры вести, да. Любит это, любит вообще разбирать вот это все поэтапно. Все вот эти психологические моменты, там, общаться с людьми на тему того, чтобы вытащить из них, вытащить, что их беспокоит, да. То есть это все вам может быть интересно в жизни. Ну вот подумайте, может, вы прирожденный психолог, там, да, какой-нибудь, или таролог, астролог, там, да кто угодно вот такой. Хорошо. Давайте посмотрим, как вы воспитываете других. Ну, как вы на них влияете, да? Как вы воспитываете? Девятка мечей. Да никак не воспитываете. Вы никого не умеете воспитывать на самом деле. Вы не уверены в себе, что вообще имеете право. Вот вы как-то в жизни много прошли испытаний, но вы считаете, что вы никого не воспитали, а наоборот. У вас это не получилось, не вышло, вы не смогли ни на кого в жизни повлиять вообще. Вы ни от кого ничего не требуете уже давно, потому что вы не знаете, как требовать. Вы можете только помогать, там, разговаривать душевно и все. Но вот как воспитатель вы себя, наверное, не видите. Или как человек, который кого-то реально изменил. Вы, может быть, и правда изменили целую кучу людей, но вы этого не видите. Вы очень сильно внутри сомневаетесь в том, что вы влияете на кого-то. Вы считаете, может быть, это Бог повлиял через вас, но главное, чтобы не вы. Вы вообще как-то себя минусуете довольно сильно. Хорошо, что вы находитесь в умеренности, а не где-нибудь вот в этой карте девятка мечей.
Потому что хорошо, что это вопрос просто, как вы воспитываете других. По сути, никак. Вы в себе не уверены и не считаете, что можете повлиять на кого-то. Но можете помогать, просто помогать. Вот это вы считаете, да, это я могу. И так и воспитываю других, да. Как уж они воспитаются, как растения в саду там или на лужайке. Как одуванчик пророс, так он и воспитается. Ну хорошо. Какие эмоции текут через вас или внутри вас сейчас, на сегодняшний день? Какие эмоции вы переживаете? Тройка пентаклей. Хорошие эмоции, ровные. Вот я же говорю, вы как-то успокоились. Или сейчас на пути к этому. Тройка пентаклей показывает, вы заняты работой, вы стараетесь вести размеренный образ жизни, ровно себя вести, ровно себя внутри ощущать. Вы такой вот человек, который просто хочет, чтобы его профессионализм как-то в жизни оценили, чтобы ему платили, чтобы он мог зарабатывать, чтобы он чего-то мог в жизни добиться, чтобы люди оценили мое мастерство, да, вот как бы это больше волнует сегодня. Ну и, естественно, эмоции по пентаклям, они суховаты. Нет такого, чтобы вы там восторженно были влюблены или плакали по кому-то, а просто живете ровно и старайтесь привести себя, опять же, в равновесие, отдаться работе, учебе, труду, да, там, познанию, может быть, познанию, изготовлению чего-то, проведению каких-то действий, там, ну, просто работ. Вот и все. Хорошая карта, мне она понравилась. Также карта может показывать, что вы просто серьезно настроены на эту жизнь, чтобы изменить все к лучшему. Позитивный аспект в ней явно есть. Кто вы? Вот кто вы? В каком аркане вы живете, мы поняли, вы в умеренности. А кто вы? Вы пятерка мечей. Вот почему вы в умеренности находитесь. Вы еле себя сдержали, да? Вы на самом деле боец по жизни и человек, который реально, которого настигла негативная карма в этой жизни. То есть вы много отрабатываете. Это правда. Это правда. Вы очень много отрабатываете. Вы прошли наверняка огонь, воду и медные трубы. Вы пятерка мечей. Вы можете быть довольно воинственным человеком, дерзким, жестким, противным. И просто держите себя в руках каждый день, чтобы этого не было. Вы как бы поняли, что именно это и повлияло негативно на вашу жизнь. И чем быстрее вы научитесь держать себя в руках и молчать, тем лучше. У вас много мечей в раскладе, вы заметили? А это значит, что вы часто смотрите на себя со знаком минус или смотрели в прошлом и имели негативное мышление, от которого вы старательно пытаетесь избавиться. Возможно, вы были злым человеком. И если это так оно и есть, то вы пытаетесь с помощью вот этой карты избавиться от внутренней агрессии, злости, вот так, понимаете? Пятерка мечей может очень так дерзко разговаривать, знаете, вот может гадость сказать, не подумавши даже. Также может мстительным быть человеком, очень сердечным, агрессивным. А почему? Потому что было, скорее всего, трудное детство, да? Или люди там наиздевались над вами когда-то. И, естественно, вот самое главное, это там именно негативно мыслили всегда и желали поступить на зло, может быть, вот так. Поэтому я вам хочу сказать, что, конечно, вам нужно быть в умеренности. Это ваше все. Это ваш ключ к успеху на сегодняшний день. И я думаю, что вы многое поняли, потому что прошли кучу испытаний. А если человек прошел испытания, он уже начал прозревать, духовно расти и понимать, конечно. Давайте теперь посмотрим, какую силу вы проявляете. Какую силу вы проявляете. Паш Пентаклей. Ну, вы готовы, способны учиться тому, чтобы быть более позитивным, хорошим, добрым человеком. Это ваша сила на сегодняшний день. Учиться этому. Именно учиться быть другим. Учиться быть добрым, щедрым, услужливым, приятным в общении. Только говорить добрые людям слова. Сдержаться от критики. Доверять. Понимаете, это большой труд на самом деле. Это очень большой труд. Вообще карта показывает явную коммуникабельность, которую вы воспитываете в себе. И также я считаю здесь, что Паш Пентаклей — это карта, говорящая
о хороших шансах в жизни. То есть какую силу вы проявляете? Вы надеетесь на шанс и пытаетесь сделать все, чтобы Бог давал вам эти шансы, чтобы Бог вас любил, чтобы Он вас сопровождал, чтобы Он делал что-то хорошее для вас, чтобы вы верили в Бога, чтобы вы верили в свою удачу. Это дорогого стоит, я вам честно скажу. Вылезти из этой карты в эту, игнорировать эти две, стараться быть в этих эмоциях и еще и проявлять силу пажа Пентаклей. Прекрасно. Вы стараетесь быть внимательным человеком, надежным, очень хорошим, добрым, да, но в то же время очень целеустремленным и настойчивым. Это ваша сила, конечно. Быть позитивным и терпеливым. Раньше у вас терпения даже ни на грош не было, ни на грамм, а теперь вы стараетесь быть во всем только позитивным человеком. Я считаю, что вы начинаете все время что-то такое яркое в своей жизни, пытаетесь что-то сделать для себя и для других, и постарайтесь быть все более спокойным с течением жизни и времени, что у вас уже с успехом начинает получаться. И в этом ваша сила, я в вас явно верю, потому что я знаю, что человек может меняться, если он этого сам захотел, а вы хотите. Я вижу, что вы хотите меняться и учиться чему-то в этой жизни, что это яркий пример, вторая позиция, яркий пример трансформации. Когда ты родился в плохом месте, все детство и юность у тебя ждали испытаний и плохие люди, и тебе все время делали кто-то, может быть, гадости предавали и так далее, ты озлобился, но ты знал всегда, что ты внутри добрый человек, и ты, несмотря на все кармические испытания, хочешь поменяться, это прекрасно. Давайте посмотрим следующую карту. Какую стабильность вы в жизни поддерживаете? В чем вы стабильны? Звезда. Вы всегда идете за своей звездой, за своей мечтой в своей жизни. Вообще вы можете стать популярным человеком, известным в своих кругах или даже во всем мире, или там в стране. Я считаю, что это вполне возможно. Или там в городе, например, да. То есть в чем-то вы можете стать даже популярной звездой. А в чем вы стабильны? В том, что вы считаете, что вы звезда. Вы имеете все-таки внутри желание и мечту, за которой вы идете. Вы хотите поднять свою самооценку и успешно пытаетесь. И у вас даже получается. Конечно, звезда всегда показывает, что человек знает, он родился не просто так, а для чего-то, он несет свою миссию в этот мир. Он может подарить людям нечто прекрасное. Он верит в это. Он верит в добро и в свет этой звезды. Вообще в колоде Таро есть темная и светлая энергия, да? Это звезда и дьявол, они друг напротив друга, и между ними башня. Почему так происходит? Потому что звезда, она исцеляет, а дьявол заманивает в сети, да? И вы с энергией звезды идете вперед, несмотря ни на что, и в этом вы не изменяете себе. Вы знаете, что вы сможете, вы знаете, что у вас все получится, вы верите в это. И вы верите в Бога. Вот самое главное здесь вообще, сколько бы вы ни проходили плохого в жизни, как бы с вами плохо не обращались, может быть, вас даже хотели там убить или еще что-нибудь, сделать плохое с вами, там предавали, да, самые близкие, но вы знали, что Бог есть. Вот вы знаете, вот это есть у некоторых людей, они от рождения их или научили, или они сами поняли, что Бог есть, или они где-то его видели. И мы все когда-то видим Бога, правда? И вы это увидели, и вы идете с этим вот через всю свою жизнь, несмотря ни на что. Вы верите, что где-то есть высшая сила, есть где-то Бог, ангел-хранитель, и вы пропитаны Богом. Вот есть люди, которые действительно проходят очень много плохого. Вот это вы. Но всегда с верой. Вообще иногда вера именно и дает эти испытания, чтобы человека проверить. Да, этот мир вас проверял. И почему он проверял? Он вас готовил к тому, чтобы стать лучше и к тому, чтобы добиться в жизни успеха. Вы думаете, просто так Бог проверяет годами? Нет, не просто так. Потому что вы все равно в жизни добьетесь всего самого хорошего, лучшего, потому что вы можете это. И именно Бог верит в вас как путеводную звезду. И вы идете за этой путеводной звездой и будете идти всегда, несмотря ни на что. Я считаю, что такой человек, он и должен верить во что-то светлое.
Даже то, что вы родились или там были долгое время пятерка мечей, ничего не значит. Может, вы кому-то испортили настроение, может быть, вы кому-то даже сделали зло, но так нужно было. Это был ваш божественный путь. Вы шли по пути, который вам Бог выслал, понимаете? Выслал ангел, да, вас вел по этому пути. Так было нужно, чтобы обкатать вас, чтобы зарядить вас именно той энергией, которой вы сейчас владеете. Люди, да, они об вас, может быть, и спотыкались, но так было тоже нужно, Бог так хотел. Не обвиняйте себя ни в чем, это очень важно. Не обвиняйте себя, может быть, вы уже себя простили. Давайте посмотрим следующую карту. Что рождается в вашей жизни? Что сейчас рождается? Это важно. Паж жезлов. Опять же, идет момент посвящения и обучения. Карта очень хорошая, светлая. Рождается, может быть, даже человек. Ну вот что это значит, паж жезлов? Это же человек, правда? Все придворные карты в колоде Таро — это люди. Рождается человек, но это не то, что вот вы рожаете, да? Хотя такое тоже может быть. Ну, некоторые люди беременеют и рожают. Но паж жезлов — это как будто бы новый человек, который, как сказать, как ваша новая субличность, да? То есть вы были одним человеком, все это время работали, чтобы стать другим, измениться, да? И вдруг рождается ваша новая субличность. Она сейчас выходит из вас. Вы же шли за пажом пентаклей. Какую силу вы проявляли? Паж пентаклей — это ученик, да? Человек позитивный. И тут же мы видим пажа жезлов, который рождается. Какая это личность, да? Вот какая это личность? Это полная энтузиазма и воодушевления личность, которая может воодушевить как себя, так и других. Это человек, который обладает прекрасным чувством юмора. Это оптимист, это идеалист. И, естественно, такой человек имеет свои амбиции. Поэтому что рождается? Еще и амбиции, да? Мол, я хочу уже победить в этой жизни. Это очень искренний человек, правдивый. Говорит правду в лицо, но хорошую правду. То есть мнение-то у вас о людях поменяется. Или уже поменялось. Вы верите в то, что человек может быть прекрасен. Вы верите в самого по себе человека. И, конечно, потенциал, да, ваш потенциал, который нужно будет развивать. Ну и иногда это любовь. Вот представляете, паж жезлов может означать любовь. Что рождается, да, что рождается? Любовь. Ну какая любовь? Яркая. Это может быть любовь к этому миру, к какому-то делу или к человеку. Яркая любовь рождается. Или яркие отношения, да. Ну, интересно, интересно. Ну и давайте посмотрим последний вопрос. Какое изобилие вас ожидает? Какое изобилие вас ожидает? Четверка пентаклей. Ну, четверка пентаклей — это изобилие, которого все же нужно достичь в этой жизни. Стабильное изобилие, да? Когда вы можете получать какие-то доходы или энергию стабильно, постоянно, большим потоком, но постоянно. Я не могу сказать, опять же, что это сказочное богатство, но вполне может быть. Но главное, это не в богатстве дело, а в том, чтобы увеличить свои обороты и стабильно остаться на этих вот увеличенных оборотах. Вот скорее вот такое изобилие вас ожидает. Когда вы подняли свой доход и остались на этом уровне. Это очень важный момент по четверке пентаклей. Она именно говорит о том, что человек может остаться на этом уровне, поднять и остаться. И быть уже вот, ну, долгое время в стабильных крупных доходах. Вот я считаю, что это очень хорошее достижение в жизни для вас. Ну вот такая у нас вторая позиция. А мы перейдем к позиции номер 3. Какую силу вы проявляете и какое изобилие вас ожидает в жизни? Наш черный турмалин, камень колдуна. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь для высших сил. Король мечей. Ну, это такой строгенький аркан, я вам скажу. То есть вы находитесь в аркане человека очень волевого. Вы проявляете силу воли, характер, лидерские качества, власть, властность, амбиции. Да? Это все есть в нем. Для женщины это может быть встреча с мужчиной сейчас в жизни, да, и поэтому она живет в таком аркане мужском. То есть это человек, который, там, не знаю, грамотный советчик, специалист с какой-то постоянной хорошей руководящей работой или с медицинской, может быть, профессией, юридической, там, да, или менеджер, или еще что-то такое, вот, где нужно постоянно договора там подписывать, да, договоры.
вот, и так далее. То есть борется за власть, может быть, такой человек, продвигается по карьерной лестнице, руководит кем-то. И такой мужчина мог заинтересовать женщину, и просто поэтому она живет в этом аркане, то есть она дышит этим мужчиной. Может, он военный, например, да? Но если это вы, именно вот аркан просто вашей энергии показывает, то это вы очень умный человек и довольно честный, который старается в жизни сделать все для того, чтобы добиться, чего он хочет. Естественно, женщина может здесь обладать очень мужскими такими энергиями, да, лидерскими энергиями, даже авторитетом таким. А для мужчины, конечно, вот он просто такой хороший, классный мужчина с грамотной речью, суховатый, правда, холодноватый, он строгий, но не ко всем. Если он любит, то он все равно будет любить и ответственность проявлять. Конечно, вы стараетесь организовать себя и всех окружающих, и старайтесь сделать все, чтобы контролировать других людей. Вы сейчас живете в состоянии постоянного гиперконтроля. Хорошо, в принципе, здесь понятно, кто вы, да, в каких энергиях вы находитесь, авторитарно-лидерских. Давайте посмотрим, что вы в жизни сейчас любите. Или кого, или что любите. Туз Пентаклей. Вы любите деньги. Деньги, изобилие, процветание, богатство. Деньги, денежки. Я считаю так. Или бизнес какой-то любите, да? Вообще вы хотите больше, как можно больше денег и изобилия в жизни. Вы хотите процветания, вы хотите быть на волне удачи, на волне счастья. Вы хотите как можно больше злата, да? Или чтобы Бог давал вам больше шансов на то, чтобы зарабатывать именно огромные деньги, быть богатым человеком. Вы как будто бы жаждете благоприятных в жизни обстоятельств, чтобы реализовать свои мечты. Вы любите возможности, вы любите реализовывать мечты. Может быть, свои, может быть, чужие. Даже, знаете, иногда помочь кому-то реализовать мечты, да? Карта ресурсов, карта подарков. Может быть, вы любите подарки. Может быть, вы любите крупные подарки, да? И просто любите стабильность. Финансовую особенно стабильность в жизни. Давайте посмотрим следующий вопрос. Как вы воспитываете других? Как вы воспитываете других? Паш мечей. Строго. Строго, придирчиво требуете от других, прям вот с три горы я это называю, да? Постоянно требуете от других людей. Постоянно. Карта явно показывает, знаете, как бы такие энергии муштры, что других вы муштруете. Вы от них так требуете, что они уже иногда хотят спрятаться от вас. Они уже не верят в то, что вы их чему-то научите, а просто как будто бы вы над ними как издеваетесь, что ли. Вам кажется, что это справедливо, и что другим методом не научить людей. А им кажется, что вы злитесь на них, что вы придираетесь к ним, что вы их не любите, что вы готовы с них 3 шкуры содрать, понимаете? В этом вся проблема здесь. Люди вас опасаются. И когда вы даете им шанс, они вроде как радуются, да, а вы даете шансы. И этим тоже воспитываете. Но чаще всего вы воспитываете критикой и конфликтом. А в итоге люди, естественно, от этого очень сильно начинают, и ругаться с вами, и психовать от этого, и занижается их самооценка. Может быть, вам стоит пересмотреть этот момент того, как вы воспитываете других. У вас довольно сложный характер, скорее всего, строгий. И, естественно, эта строгость отражается на всех окружающих вас людях. И, естественно, это в итоге дает как бы неприятные энергии такие между вами в энергоканалах связи, да. Какие эмоции текут у вас сегодня внутри, на сегодняшний день? Давайте смотреть. Вышла карта «Тройка жезлов». Здесь у нас «Тройка жезлов» все-таки такой более-менее спокойный человек. Да он и в обычной колоде спокойный, да. Спокойствие, в вас течет спокойствие все-таки. Вы полны надежд на будущее, вы полны каких-то планов.
Вы хотите построить новое счастливое будущее. У вас есть оптимизм, у вас есть вера и надежда, что все будет хорошо. И вы строите большие планы, грандиозные планы, я бы сказала. Эмоции восторженные, эмоции спокойно восторженные, вот так могу сказать. Вы, с одной стороны, успокоились и знаете, что вот я в равновесии, у меня все будет хорошо, а с другой стороны, восторг от того, что я осуществлю обязательно свои планы, и радость даже какая-то. Я построил эти планы, у меня будет новый проект, там, да, или мой просто бизнес, или там работа принесет все самое лучшее для меня. То есть благоприятная тенденция внутри. И я считаю, что такой человек, он может действительно все позитивнее и позитивнее мыслить, все больше верить в себя, а вы в себя явно верите, и добиться всего действительно, чего хочет. И туз пентаклей — это то, что вы любите, этого вы и добьетесь, богатства и процветания. Я считаю, что тройка жезлов — прекрасная карта для эмоций. И спокойствие, и в то же время уверенность, да, и позитивный настрой, и восторженность чувств. Все это есть в вас. Вы верите в себя и верите в людей, и верите, что все в этой жизни можно сделать своими руками. Давайте посмотрим, кто вы. Я понимаю, что вы живете сейчас в короле мечей, но кто вы? Вы суд. Вот видите, вы суд, вы строгий все-таки человек, и по жизни тоже. У вас много было кармических отработок, но вы все равно знаете, что в этом мире каждый способен на реабилитацию. Это важно. Каждый может быть оправдан, и каждый может быть как осужден, так и оправдан. И, естественно, вы готовы, чтобы меняться и менять других людей. Вы считаете, что умеете адаптироваться к переменам, и вы правда умеете к ним адаптироваться. Может быть, ваша самодисциплина позволяет вам адаптироваться к переменам. Вы духовный человек, высокодуховный, высокоразвитый. И у вас есть хороший контакт с родовыми энергиями, с вашим родом. То есть по жизни вы так сложены, да, что у вас есть контакт с родом, с традициями, с обычаями, со своей родной землей, может быть, да, с родственниками. Вы любите свою семью, скорее всего, и вы, возможно, находитесь сейчас в переходном этапе. То есть ваша вся жизнь направлена на то, чтобы совершить переход. Переход на новый цикл перерождений, где вы будете в более высоких энергиях жить. Вообще карта такая достойная. Она показывает, что человек может играть роль судьи и может реабилитировать других людей, то есть восстанавливать их репутацию, быть адвокатом, юристом или просто исцелять, то есть быть врачом, например. То есть у вас это есть вот этот талант, да, быть врачом. Хорошо, давайте посмотрим, какую силу вы проявляете. Какую силу. Королевы кубков сила — это магическая сила, сила интуиции, сила экстрасенсорики. Вот здесь у нас жесткий ум, а здесь у нас сила интуиции. Вы можете их сочетать в себе. Силу ума и силу чувств, интуиции, экстрасенсорных способностей, яснознания, ясновидения. Если вы сможете это все соединить, вы действительно на пути к успеху, и вы прекрасно справитесь с любыми жизненными обстоятельствами. Хорошая карта, очень хорошая. Она говорит о том, что вы можете проявить силу любви, вы можете проявить силу чувственности и красоты в этот мир. То есть быть красивым человеком, который просто завораживает окружающих своим умом, например, и тут же чувством, да? Вы можете выражать прекрасные эмоции и тут же говорить интеллектуальные, какие-то там высокоинтеллектуальные вещи, разбираясь в разных там вещах, да, там, в таких, которые другие вообще не знают, и поражать этим людей. Вы настолько вот интересный, эрудированный, скорее всего, человек. И я считаю, что карта показывает, естественно, что это сила женственности, сила ясности, сила интуиции и сила красоты. Вот так, сила любви еще. Вот такую силу вы проявляете к людям, к окружающим, к этому миру. Это прекрасно. Какую стабильность вы поддерживаете? Давайте посмотрим. Влюбленные. Возможно, это стабильность в паре. То есть бывает такое, что человек стабильно любит одного человека долгое время. Или если вы в отношениях, вы поддерживаете верность. Верность вашему партнеру, партнерше. Дальше. Вы никогда не заводите отношения просто так. Вам человек нужен по сердцу. Может быть, у вас многолетний брак, а может быть, вы просто знаете, что идете только по пути своего сердца и завязываете отношения только по чувству, по сердцу, по душе. По-другому вас не взять, и вы ни за что не станете.
Вы никогда не заведете отношения из корысти, ради денег, ради меркантильности или еще как-то. Будь вы хоть трижды красивым человеком, вы очень умны и ни за что не станете разменивать себя на какую-то ерунду. Влюбленная хорошая карта. Она говорит, что вы идете только по пути своего сердца. В этом вы стабильны. Вы стабильны в том, что вы верите, что идти нужно только в жизни по пути своего сердца. Как бы вы ни любили богатство, процветание, как бы вы ни любили все это, вы все равно идете только по своей душе, по своему сердцу и верите в Бога. Верите, что у вас есть ангел-хранитель. Понимаете, вот несмотря ни на что, вы идете по наитию. И это хорошо. Я считаю, что это очень хорошо. Что рождается в вашей жизни на сегодняшний день? Королева жезлов. Прекрасно. Это энергия процветания. Вот вы знаете, может быть, это человек рождается, да? То есть, когда рождается новая личность ваша. И эта личность невероятно прекрасна. Королевой жезлов восхищаются все люди. Это правда, потому что она действительно завораживает. Она яркая, она невероятно хороша. И рождается, может быть, именно такая личность, очень хорошая, очень светлая личность, честная и предприимчивая невероятно, умная, хитрая. Вот понимаете, вот это все качества, которые рождаются в вас. Ну и также это может быть какое-то творчество, рождается в вашей жизни и забота, как ваше детище, да, какое-то. Вот проект, который является вашим детищем, который вы будете взращивать и меняться. Будете становиться активным человеком, очень деятельным, талантливым, может быть, даже магнетично привлекательным. Да? Люди противоположного пола будут тянуться к вам все сильнее и сильнее. Вы будете состоятельным человеком благодаря этому делу. Это дело заворожит вас и заставит работать сутками, и будет это прекрасно, потому что вы этого будете хотеть. Вы настолько увлечетесь, что не заметите, как это принесло вам деньги, процветание, что угодно, но вы будете этого хотеть всей душой. Это будет важно для вас. Самое важное будет то, что вы занимаетесь тем, что любите. Понимаете? Вы станете процветать именно благодаря тому, что любите. И вы станете все красивее, все интересней. И, может быть, будете молодеть на глазах. И все будут говорить: ах ты ведьма или ведьмак, молодеешь на глазах, да? А на самом деле это просто вот путь вашего сердца. И не более того. Какое изобилие вас ожидает в итоге? Двойка жезлов. Двойка жезлов — это далеко идущие планы. И изобилие будет рождаться только из ваших проектов. Посмотрите, как тут вертится космос, да, в небе. И человек действительно, вот он разбежался, и он прыгает, вот это как прыжок в космос, я это так вижу. И я понимаю, что это огромное количество денежной энергии, энергии изобилия, процветания и богатства. Естественно, в вашей жизни будет это все, но только благодаря вашему труду, вашему упорству, тому, что вы прыгнете в эту пропасть, в эту вселенную, в эту вот невероятную космическую даль и, зажмурившись, прыгнете, потому что вы не будете знать, что вас там ждет, но вас там ждет именно процветание, потому что вы будете работать, и вам это будет очень нравиться, вот эта работа, вот эта занятость, деятельность, творчество, которым вы займетесь. И я считаю, что когда ты нашел путь своего сердца, а вы его уже нашли, и идешь по нему, Бог готовит для тебя самое лучшее. Пусть ты не знаешь, что за поворотом, но самое главное — это то, что ты просто идешь. И прыгаешь вот в эту неизвестность. А там дальше все самое прекрасное. Вот такая вот у нас позиция номер 3. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Life. Жду ваших комментариев. Всем пока и до новых встреч.